Ольга Белова, российская телеведущая, тележурналист, ведущая итоговой информационной программы «Главное» с Ольгой Беловой на канале «Звезда». Лично у меня интерес к ее творчеству как к телеведущей появился в период ее работы в общественно-политическом ток-шоу «Место встречи» на НТВ. Интересный для нас и такой факт, вернее деталь: Ольга Белова – супруга нашего земляка Олега Лакоба. Ольга, здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время для нас. Многие в Абхазии знают вас как телеведущую. У вас очень большой опыт работы на канале НТВ и на канале «Звезда» теперь. Эти каналы в Если Абхазии... позволите, я сразу вас поправлю. Как раз в Абхазии меня больше знают не как ведущую, А как? а совсем в другом качестве. Как абхазскую невестку меня Нет. больше знают в Абхазии. Спасибо, если это так, но вы знаете, у меня все-таки другое мнение, потому что как телеведущие вас знают хорошо, потому что эти каналы в Абхазии смотрят давно, и многие, кстати говоря, смотрят. Да, но НТВ больше, может быть, смотрели вот в 90-х, но в любом случае НТВ, конечно, у нас смотрят, вот, но мне все же кажется, что, может быть, в Гудаутском районе больше знают о том, что вы наша невестка, но то, что на самом деле вы личной судьбой так тесно связаны с Абхазией, в Абхазии знают немногие. Я поняла, что даже в нашем коллективе здесь многие, когда я сказала, что вот у нас будет телемост, вот общение по скайпу с Ольгой Беловой, они спрашивают: а какая Ольга Белова? Я говорю: а вы телеведущая. А какое отношение она к нам имеет? И вот мне пришлось это объяснять, значит. Поэтому вообще наша встреча сегодня, это, конечно, не дискуссия, это даже не интервью, когда ты копаешься в каких-то деталях, подробностях и так далее. Это знакомство. Я очень хочу, чтобы наша зрительская аудитория вот в Абхазии увидели вас. И мне кажется, что они еще более заинтересованно теперь будут смотреть канал «Звезду». Тогда Вот. рассказываю всем, что я хоть фамилию не меняла в паспорте, но по паспорту, если уж менять фамилию, то я была бы Лакоба, если кто не знает в Абхазии еще об этом. Ну, нам это очень приятно. Вообще, сама фамилия Лакоба, вы, конечно, знаете историю этой фамилии. Она Конечно. очень уважаемая, очень авторитетная. Мне кажется, что любая женщина может гордиться такой фамилией. Да, вот теперь давайте поговорим с вами. Вот, может быть, на самом деле больше вот сначала о вашей работе, а потом, может быть, о том, что вас связывает с Абхазией, помимо личной судьбы. Да. Юракадемия, РАНХИКС, и затем вы пришли в журналистику, в тележурналистику. Конечно, я знаю, что очень много премьеров на многих каналах, когда не с журфака, скажем так, попадают люди на разные, причем центральные каналы, становятся яркими ведущими, приходят даже из биологии, химии, физики, медицины и так далее, но становятся очень профессиональными, значит, тележурналистами, телеведущими. Мне хотелось бы узнать, как и с чем в свое время Ольга Белова с хорошим юридическим образованием перешла на канал НТВ. Как это случилось? Ну, пришла они на канал НТВ, немножечко по-другому развивались события. Пожалуйста, да. Ранхикс в моей жизни случился уже, когда я работала много и долго работала. Это была такая уже в большей степени профессиональная специализация по тому направлению журналистики, которое меня в данный момент больше интересует. Да, случилась юридическая академия, где-то на третьем курсе я поняла, что это не совсем то, чем мне хочется заниматься дальше в жизни, потому что к этому времени я уже и поработала помощником юрисконсульта, то есть я уже Так вы понимала, что ее это за оставили, не профессия. закончили или закончили? Нет, я закончила, Да. нет, я ее закончила, я Мгм. доучилась, я, в общем, получила диплом, я прошла полностью а, все курсы учебные. Я говорю, я даже работала. То есть я Мгм. с первого курса я работала в юридическом агентстве, и я работала и училась. А где-то с третьего курса я поняла, что все-таки это не совсем то, чем мне хочется дальше Мгм. заниматься в течение всей своей жизни. И так вот, волю случая, случилось так, что я увидела строчку, бегущую в телевизоре, о том, что идет набор на, как тогда это называлось, курс повышения квалификации Мгм. работников телевидения, радиовещания. Туда Мгм. набирали людей, что называется, просто с улицы. И вот вдруг меня вот осенило, что вот я хочу туда.
туда и Ну, только это туда. очень интересно, потому что многие у нас думают, что с улицы попасть невозможно туда, оказывается, возможно с улицы. Нет, на То есть, самом деле я на да. телевидение попала абсолютно с улицы. Я Мгм. пришла, поступила на эти курсы повышения квалификации, которые вот здесь в Москве находятся, они, по-моему, до сих пор существуют. Я там отучилась, сейчас вам не скажу сколько, но они не очень были продолжительные. Но самое главное, что было на этих курсах, там потом была практика. Нас распределяли на действующие телевизионные каналы, в действующие программы. И вот первым моим местом работы была программа, которая выходила на телеканале ТВ-6, называлась она «Вы очевидец». Я пришла туда корреспондентом, снимала мадагаскарских тараканов и всякие прочие прелести жизни. Замечательное было место работы, и вот это то, с чего я начала. А уже дальше потом был у меня такой спутниковый телеканал АСТ. Он тогда принадлежал «Газпрому» и вещал, ну, в Москве его не было, он вещал через спутник. И я там тоже работала пару лет уже таким политическим корреспондентом. И только уже после этого, в 2000 году, случился НТВ. То есть на НТВ я пришла уже, в общем, что-то умею делать. Вы сами выбирали НТВ или как-то случилось, что удалось устроиться на работу именно туда? Я ничего не Вы. выбирала, это опять случай. Это опять случай. На НТВ это была весна 2000 года, им понадобились ведущие на самые маленькие такие пятиминутки новостей, которые выходят ночью и утром на орбиту, и потом 6:15, 6:30, 6:45, то есть такие прям пятиминуточки новостей. А в то время на НТВ была такая должность, с ведущими всегда работали, ну, что называется, их кураторы. Обязательно был кто-то на телеканале из бывших дикторов, таких Мгм. вот звезд советского времени. Вот. И вот на НТВ, на этой позиции тогда работала Вера Шебека. И Мгм. параллельно она была у меня преподавателем на тех самых курсах повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. И вот Вера Алексеевна, спустя уже несколько лет, как я закончила эти курсы, мы с ней как-то поддерживали отношения, она меня нашла и говорит: а давай-ка ты приди попробуй. Я говорю: да нет, Вера Алексеевна, вы что, где я, где НТВ, меня никак в жизни туда не возьмут. Она говорит: нет, приходи попробуем. Ну вот я пришла, попробовала, каким-то волшебным образом все получилось, и меня взяли на Ну, работу. да, с одной стороны, вы подтверждаете слова Блока о том, что наша жизнь подвержена случайностям, да, а с другой стороны, Абсолютно, да, абсолютно. да, с другой стороны, вы не совсем уж легкий путь, вы не сразу прям вот так оказались на таком канале. А каким казался вам НТВ в то время? Вот если вы говорите, что а как же я туда, ну, никак, значит, ну, мы все прекрасно понимаем, каким был этот канал в 90-х, да, вот тогда, ну, опять же, и зрители, и не зрители по-разному, наверное, относятся к НТВ того времени, к НТВ теперешнему и так далее, но тем не менее для многих он тогда был профессиональным ориентиром, мне так кажется, и такой острый, и несколько скандальный и прочее, прочее. Он был очень интересный для зрителей тогда. И вот вы начали там работать, и вы пытались на кого-то равняться вот на этом канале? Да, вы знаете, когда пришла на НТВ, канал действительно был тогда, что называется, в зените славы. И почему я не могла поверить? Я ходила, знаете, так вот стеночки трогала в коридоры и думала: ну нет, ну я здесь никогда в жизни не буду работать, это НТВ, это круче НТВ не было, мне кажется, на тот момент вообще ничего. А для меня, я всегда говорю это, честно говоря, во всех интервью, для меня была, есть и, я думаю, будет образцом ведущей в информационном жанре, конечно, Татьяна Миткова. Я даже, когда еще не работала на НТВ, я с огромным удовольствием смотрела те выпуски новостей, которые вела она, и, что называется, знаете, напитывалась вот тем, как она держится в кадре, тем, как она преподносит новости. Это же только со стороны, знаете, кажется, что это так просто. Ты взял, чего-то там прочитал, поговорил, ушел. Меня всегда, знаете, очень многие спрашивают: ой, какая у тебя легкая профессия, ты пришла, тебя отдельно накрасили, ты там что-то почитала и пошла домой. Вот это самое большое заблуждение о работе ведущего, особенно о работе ведущего новостей. И
ведущего новостей телеканала НТВ Да, в то именно не время. диктор, а Это... ведущий. А вот не Да, диктор, а да, ведущий. да. Да, да, да. Миткову мы очень хорошо помним в 90-е годы. На самом деле, я думаю, что многие ей подражали, многим она нравилась. И общалась она так быстро-быстро-быстро, то, чего раньше не было. И в поведении ее было, конечно, много автономности, чего не было до этого на центральных каналах. Спасибо за ответ. Вот дальше в жизни НТВ произошли очень большие изменения. Многие это называют потрясениями. И вы сами в интервью, я как-то читала ваше интервью, готовясь к этой передаче, говорите о том, что вот многие делят НТВ на старые и новые, вот в связи с тем, что произошли определенные события, которые очень много изменили на этом канале в 2001 году. Я думаю, что психологически вы все там пережили стресс, это было непросто. И вы сказали, что вы выбрали работу. Вот скажите же, вот такая ситуация, которая там была, она может повториться на любом канале. Если вдруг в вашей жизни еще раз вот такая ситуация, вы опять выберете работу? Ну, вы знаете, я вот что хочу сказать. В этом году как раз было 20-летие вот тех самых апрельских событий, как мы называем это, революции на НТВ. Ну, очень сложно сейчас, с 21 года, как-то из себя сегодняшней оценивать себя, когда мне было, сколько мне было? Мне было 24-25 лет мне было. Нет, я ни о чем не жалею, я поступила бы точно так же. Я не думаю, что, в принципе, сейчас, во-первых, может случиться такая ситуация, как случилось тогда, потому что мы тогда жили на таком сломе эпох, на смене формации, и уходила вот это вот, даже не хочу называть это словом свобода, вот эта вседозволенность 90-х уходила в прошлое, и заходил определенный порядок, который и зашел на НТВ в тот момент. Поэтому я не думаю, что сейчас в принципе может повториться такая ситуация, и я не могу сказать вам сейчас, как бы я повела, в какой ситуации, как бы я сейчас себя повела, потому что мы все очень изменились за эти 20 лет в любом случае. Много времени прошло, и наше отношение к событиям поменялось. Хотя, еще раз повторю, вернись сейчас, 20, какой-то, получается, 2001 год, я поступила бы точно так же, потому что, это был мой выбор, он был сознательный. Никто на меня не давил, никто меня не принуждал ни к чему. Да, ситуация была психологически сложная, психологически непростая, но после того, как ты принимаешь решение, дальше уже все просто. 15 лет вы проработали в информационной программе «Сегодня». Мы очень хорошо помним эту программу, очень помним вас хорошо. 15 лет, я думаю, что очень много, очень много. Вот, конечно, нам нетрудно представить, как трудно. Вы через неделю выходили в эфир, я так понимаю, но это большая очень Да. нагрузка, очень большая нагрузка. Что вот с вами происходило вот уже ближе к концу вот вашей работы именно в этой программе? Вы устали, вы выгорели, или вы что-то искали? Как вы оказались в другой программе? Это субботнее ток-шоу «50 оттенков белого». Я понимаю, что это далеко не вести, это далеко не новости, не информационная программа. Я, кстати, сейчас вот что вспомнит, просмотрела некоторые передачи, видео там в интернете. Пока скажите, вот что вы думаете, потом я хочу тоже попробовать немножко оценочно отнестись к этому. Я вам хочу сказать так, что, видимо, так сложились обстоятельства. На НТВ произошла тоже очередная смена руководства, и мне было предложено попробовать себя в другом жанре, поскольку к тому времени уже многие мои коллеги тоже как-то начали двигаться в каких-то других направлениях, искать себя в каких-то других жанрах. Я решила, да, почему нет, действительно, 15,5 лет я к тому моменту проработала уже в новостях, в принципе, уже достигла своего потолка. Я прошла весь вот этот вот путь от ведущей утренних эфиров, дневных, вечерних, прайм. Я попробовала все. Видимо, настал момент, когда вот совпало мое внутреннее желание с внешним предложением, с внешней конъюнктурой. Мне предложили, я согласилась. Да, возможно, это был такой неожиданный шаг, но я ни о чем не жалею, вы знаете. И программа наша «50 оттенков» существовала достаточно недолго, но для меня это был такой внутренний прорыв,
Хотя, казалось бы, мне так говорили, ну а что, ты же ведущая, какая тебе разница? Вот ты новости повела, теперь выходи сюда в студию, ну поведешь вот это. Я всегда в ответ на это говорю, ну в принципе да, какая разница? Одно дело ты ветеринар, другое дело тебе говорят, давай-ка ты сделай человеку трепанацию черепа. Ну это же и тут врач, и здесь ведущий, и тут ведущая. Оказалось, две принципиально большие разницы, и Мгм. если не было бы у меня этого опыта с этой программой, я думаю, что дальше не было бы и места встречи, и не было бы и моей сегодняшней программы. То есть мне вот этот переход, он дал очень много. Вот по ведущему новостей, вот мне, например, трудно очень определить, насколько ведущий готов в более вольной, скажем так, беседе, коммуникации реагировать правильно, интересно, своевременно на то, что говорит собеседник. Я даже вот на центральных каналах иногда вижу ведущих, у которых этого не хватает, этой реакции. Вот вечно думаю, что вроде бы родной язык русский, но с этим русским, оказывается, тоже тяжело, слов чего-то не хватает и так далее. И я не знаю, интеллекта или слов чего не хватает, но я, например, начинаю нервничать, ну зачем же ты работаешь на этой передаче, если у тебя это получается, я просто называть имена не буду и так далее. Но вот, Да, не надо трогать да, коллег. не будем, конечно, да-да-да, вот, но вот эту передачу, вот 50 оттенков, да, вот я хочу сказать, что я попыталась это сравнить с передачами вот такого типа, и не совсем правда, но тем не менее, вот не хочу говорить там Малаховские и так далее, вот эти стирки разного рода и так далее, когда ты там косточки перемываешь, тем другим. Хотя кажется жанр почти одинаковый, не могу сказать, что я прям так все проанализировала, но я не льщу, это мне не свойственно. И очень хорошо, что вы попробовали себя в этом, потому что мне, например, трудно было бы такие вещи делать. Мне кажется, что мне сложно. Ну не знаю, не пробовала себя вот в Мне таком тоже жанре. было сложно, я не могу сказать, что я вышла, и у меня, знаете, вот так вот по щелчку пальцев все это получилось. Это было очень сложно, но это был такой опыт, и это мне дало такие какие-то новые возможности понять, почувствовать их в себе, что не знаю, я этой программе очень благодарна. Еще раз говорю, она просуществовала очень недолго, и мы, может быть, даже до конца не смогли нащупать вот тот вот жанр, в котором она могла бы дальше существовать, потому что нам поступило предложение начать делать место встречи. Поэтому вот эта программа Да, так долго и не жила, и мы всем коллективом перешли на следующую да. ступеньку. Было 50 оттенков белого, потом было место встречи, потом была реакция. И потом я перешла на звезду. По поводу реакции, чем был интересен этот формат? Он был как-то отличался вот от места встречи, конечно, он сильно отличался, но все же, что за формат, что вас привлекало в нем? Или опять же это сверху предложило руководство? Не было такого, или вы сами инициировали? Нет, вы знаете, мы опять-таки, это же такой какой-то вот живой процесс всегда Мгм. происходит. Мы пытаемся всегда, а давай придумаем еще что-то, а Мгм. давай. И на самом деле на этапе, когда приходит мысль, не всегда и почти никогда невозможно угадать, получится проект или не получится, вот до конца. Вот он выстрелит или не выстрелит. Это такая какая-то вот химия. Она, если рождается в эфире, то Мгм. хорошо, Но там был проект элемент получается. интерактивности, был, по-моему, элемент интерактивности, да, там Да, мы пробовали зрители... элементы интерактивности, да, там проводить какое-то голосование, но мы уперлись просто в чисто какие-то технические моменты, Мгм. такие, что Мгм. программа выходит здесь в записи, здесь прямо, не очень было понятно, как, когда, кому звонить. Ну, в общем, с этой программой все было в порядке, но так получилось, что она уже начинала дублировать другие проекты, которые были на канале, ну и было принято решение ее закрыть. Это нормальная абсолютно ситуация. Это в телевизионном процессе, в этой телевизионной кухне такое случается сплошь и рядом. Что-то открывается, что-то закрывается. Не, На самом деле мгм. это большая редкость, когда какая-то программа живет не один, не два, не три, а гораздо дольше сезонов. Это редкость, правда. Спасибо. Вот у нас вот на этом этапе, на нашем телевидении, я вот вижу, что многие наши ведущие, они пытаются работать в формате один на один. Я уже вижу, что идет какое-то пресыщение этим форматом, и в последнее время как-то начала понимать, может, это временное, но в моем настроении такое отношение к интервью вот не очень, вот скажем, да, что-то мне уже это перестало нравиться, и я почему говорю, у нас много передач, ну, относительно много,
много передач, где вот один на один, да, и поэтому сейчас нам тоже надо от этого немножко избавляться, уходить подальше и Ну, я вас усложнять. прекрасно понимаю, потому что, с одной стороны, кажется, что жанр интервью, он такой самый, что называется, понятный и очевидный. С другой стороны, чтобы хорошо сделать эту программу, где ты один на один, тут очень многое зависит и от того, кто берет интервью, и у кого берут интервью, и как вообще все это построено, и насколько глубоко можно все это прокопать, покопать, насколько вообще обеим сторонам все это интересно. А от раза к разу не бывает такого, что каждое интервью, оно прям вот бьет десятку, это очень интересно. Спасибо. Не знаю, сейчас мне кажется, что очень много распространилось, скажем так, подвальных, если можно так назвать, я это называю подвальной журналистикой или подвальное интервью. И удивительно, но что бы там ни говорилось, это воспринимается массовой аудиторией, интересно, и они это слушают. И вот, не знаю, качество и некого благородства, еще чего-то и так далее, что было раньше вот в интервью, ну, это встречается меньше. Это встречается меньше. Вот надеюсь на то, что вот в нормальной журналистике это все-таки будет развиваться. Дальше, наверное, мы с вами поговорим о передаче «Место встречи». И я очень часто эту передачу смотрела, должна сказать. Это интересное ток-шоу. Вы работали с Норкиным. Мне вообще интересно, соведущие, когда соведущие. С одной стороны, это как бы вот такая интересная страховка, да, вот вы друг друга как бы поручаете и так далее, помогаете, поддерживаете и так далее, но помимо того, что ты как соведущий должен общаться с экспертами, не терять нить и так далее, поддерживать разговоры и прочее, прочее, иногда даже как бы опережая, а вот взаимодействовать с ведущим, наверное, не с каждым это возможно. Вот как вы сотрудничали в программе, в передаче с Андреем Норкиным? Ну, сотрудничали, вы же видели программу, Да. по-моему, все вполне хорошо получалось, замечательно. Ну да, я понимаю, о чем вы говорите, когда два человека на площадке, это как у актеров в одном кадре, должно быть какое-то взаимодействие, должна быть какая-то химия, и вот такое, что называется, понимание друг друга, кто когда хочет сказать, кто когда хочет промолчать, чтобы, с одной стороны, и себе дать возможность высказаться, но и при этом уважать партнера и дать ему возможность сказать то, что он хочет сказать. Ну, Я с кем-то получается, с кем-то не получается. У нас, как мне кажется, вполне все получилось. было замечательно. Вот, вы знаете, вот у меня в университете была преподавательница по истории России, вот, ну, русский педагог, профессор. Помню, студенты задали ей вопрос, как вы думаете, кто умнее, Петр Первый был или Екатерина Великая? А мы были абсолютно зелеными на первом курсе, и вот эти гендерные вещи и так далее мы так абсолютно не понимали, и вообще об этом тогда и не говорили. И вот на вопрос студента она ответила таким образом, что женщина – это женщина все же. То есть она дала нам знать, что, конечно, Петр умнее, чем Екатерина и так далее. Я это запомнила на всю жизнь, и теперь-то я критично ко всему этому отношусь. И я возвращаюсь в вашу программу и скажу, что сначала было такое ощущение, что доминирует Норкин, но я абсолютно не знала, кто вы, какое отношение вообще вы имеете к Абхазии и так далее. Вообще тогда я даже не знаю, была ли у вас уже семья, не изучала эти детали, но я скажу, что мне нравилось. Я знаю очень многих телеведущих, которые очень напряжены, они не улыбаются, вообще не улыбаются. Но у вас была и есть все время улыбка, которая непростая, и вот в глазах вот этот эпикурейский взгляд, говорят же, он такой хитрый, и недосказанность, вот если даже вам абсолютно не нравится, что говорит эксперт, и немножко неаргументированно, немножко наивно и так далее, вы это не озвучивали, но взгляд очень часто говорил об этом, и то, о чем я говорила выше, вот реакция на то, что говорит эксперт, на то, что говорит собеседник, это очень важно. Сейчас, опять же, получается, что я
я вам как будто льщу, меня могут не понять и так Как далее. говорил У мой вас первый это телевизионный получается. начальник, который меня брал Да. на работу на НТВ, он мне сказал следующее: Белова, будь аккуратна, у тебя очень подвижная мимика лица, на ней Вот написано видите, мы все. тоже заметили, да. Но это интересно. Мне кажется, наоборот, это очень хорошо. И считаете ли вы место встречи вот таким вот пиком? Вы вот двигались по профессиональной лестнице, вот, и вы дошли до точки, когда вы уже могли сказать, что все, я сделала очень важное на своем пути профессиональном, не могу немножко вздохнуть и так далее. Было такое? Нет, не думаю абсолютно, что это был какой-то пик. Может быть, это был пик моей работы на НТВ, хотя тоже не уверена. Правда, я настолько трепетно относилась и отношусь к новостям, я настолько люблю новости, что не могу сказать, что это был пик. Это был какой-то, может быть, шаг в сторону, попытка найти себя в другом формате, попробовать себя в другом, в новом жанре. А смогу ли я вот так Мгм. вот? А смогу ли я без бумажки? А смогу ли я там 1,5, 2, 3 часа вот в таком вот режиме свободного общения? Ну, получилось вроде бы, что Да, могу. да. Но я не могу сказать, что вот это вот все, что было там 20 лет, там 15 лет до этого, это вот был путь к этой вершине. Нет, совершенно. Это просто такой Да. вот дополнительный оттенок, дополнительная красочка, которая случилась в моей, что называется, Да, профессиональной и мне жизни. кажется, что для меня важно, и я думаю, что для многих женщин, кстати говоря, это важно, то, что вы все-таки, вы этим, наверное, эту цель и не преследовали, не ставили такую задачу, но показали, тем не менее, вот своей деятельностью, работой в этом проекте, что интеллектуально женщины абсолютно не уступают у мужчинам. Да? Вот, зависит, наверное, от конкретного человека, от конкретной ситуации, от конкретной Ну, то есть в профессии и новостях до так этого далее. это было незаметно, вы хотите сказать? В новостях, кстати говоря, вот сложно очень, особенно сегодня. Вот программа «Сегодня». Вот что касается главной с Ольгой Беловой, мы опять об этом скажем позже. Это совсем немножко другое, я так думаю. Скажите, вот Андрей Норкин как-то сказал, он очень тепло до вас отзывался, я читала в интернете, он сказал, что я хаос, а Ольга порядок. А что бы вы сказали о нем? Ну, о Ну, я вашем могу только тандеме, конечно, согласиться с творчестве. этим выражением, по крайней мере, на тот момент, когда мы работали вместе на площадке, действительно так все и происходило. По крайней мере, у нас же все равно не секрет, у нас был определенный сценарий, определенная последовательность того, от какой темы, куда мы движемся. И к сценарию к этому возвращала, конечно, всю студию обычно я. Ну Так что вот, да, наверное, он поэтому так и сказал, порядок да. был за мной. Да, хорошо. За ним была импровизация. Да. Дальше вы на канале «Звезда». Почему и так далее. Очень много это обсуждается в интернете. Я не буду обсуждать. Мне кажется, что вы не очень хотите эту тему обсуждать. Я вам обещала, я не буду этот вопрос особенно трогать. Мне просто хочется спросить, вот каким получился этот творческий ваш транзит в итоге с НТВ? Вы на канале «Звезда». Вам нравится этот творческий транзит, если можно так назвать, он хороший в том смысле, что есть у вас вот то творческое пространство, вот, которое очень нужно творческому человеку? Да, абсолютно. Более того, что я сейчас делаю свою авторскую программу, я, с одной стороны, вернулась к своему излюбленному информационному жанру, в котором, как мне кажется, я все-таки разбираюсь. Но при этом это не просто выпуск новостей, это и даже пусть итоговый, это действительно такая серьезная аналитическая программа, которая Вот. полностью от и до находится под моим контролем, которая полностью от и до делается моими руками и моими сотрудниками. То есть это та программа, в которой я отвечаю за каждое свое слово, и мне очень нравится, что у нас есть возможность поглубже, посерьезнее посмотреть на какие-то процессы. У меня здесь полная творческая свобода, и я просто наслаждаюсь этой программой, честно вам скажу. Ну, кстати говоря, вот у нас тоже один из вопросов сейчас на нашем телевидении – это сделать итоговую программу более интересной. Нам с этим немножко тяжело приходится, потому что я думаю, что у вас-то информации побольше, да, с чем работать, у вас материала побольше. У нас поменьше этого материала, поэтому мы вечно ломаем голову над тем, как итоговую вот сделать более интересной.
Вот. А самая большая разница в чем вот между обычными новостями ежедневными и итоговой? Все-таки аналитика? Ну, первая принципиальная разница, то, что выпуск новостей, это, что называется, сегодня из колес. М, Даже если это вечерний, что называется, итоговый выпуск, ну, мгм, ежедневную программу мгм, мы имеем мгм, сейчас в виду, то это все равно события, которые произошли сегодня. Это вот такие горячие пирожки. Утром мы решили, что мы показываем, вечером мы мгм, это выдали в эфир. И здесь очень мгм, важна оперативность, и очень важно в выпуске новостей собрать вот такие вот яркие краски дня. А было сегодня вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И вот предоставить человеку вот эту вот палитру событий дня. Итоговая программа – это уже другое. К воскресенью, ну я сейчас говорю про себя, необходимо очень четко отделить главное от второстепенного, потому что за неделю происходит такое количество событий, и тебе хочется, с одной стороны, рассказать обо всем, и про это, и про то, и про пятое, и про десятое, но, во-первых, ты ограничен своим временем, которое ты работаешь в эфире, но в большей степени ты ограничен тем, что тебе вот из этого потока информации для человека, для условного зрителя, который, как вот я всегда объясняю, вот представьте себе человека, который не смотрел в течение недели новости, вот в воскресенье мы должны ему предоставить вот такую вот сводку и выжимку самого-самого главного, без второстепенного. Да, очень много событий, которые были интересны, но их приходится очень жестко отсеять, выкинуть и оставить главные линии, которые влияют на нашу сегодняшнюю жизнь, возможно, будут иметь некое продолжение завтра, послезавтра. Вот я считаю, что это основное отличие от итоговой мгм, программы мгм. Спасибо недельной большое. от ежедневного выпуска новостей. Мгм. Ну, на каждом канале, наверное, есть своя какая-то концепция, идеология, ценности, скажем, которые больше пропагандируются. Иногда, конечно, складывается впечатление, что многие каналы похожи в этом смысле друг на друга, но все равно я думаю, что канал «Звезда» отличается. Вам виднее. Вот, но ценности, идеологии, которые присутствуют на этом канале, они вам близки, вот как человеку, Абсолютно. да, Я вот. хочу вам сказать, что я вот за свою уже там больше, гораздо больше, чем 20 лет творческой деятельности, я никогда не выпускала, что называется, в эфир ничего того, с чем я была бы не согласна. То есть и работая на НТВ, и работая сейчас на «Звезде», тот продукт, который я делаю, те слова, которые я говорю, это не то, что, знаете, мне принесли бумажку, сказали: так, Ольга Николаевна, сегодня читаете вот это. Нет. Во-первых, я всегда все свои тексты пишу сама, и это 100% моя позиция. Всегда. А нагрузка большая? Не знаю, не могу я так вот вам сказать, что она большая. Это, Да, знаете, как, если ты ее любишь свою больше, работу. чем вот если каждодневно, когда вы новости ведете, или же Это когда вы разная очень делаете. нагрузка, ее невозможно сравнивать. Понимаете, здесь нельзя к этой работе подходить с точки зрения человека часов и количества времени, проведенного за компьютером. Она разная. То есть если в ежедневной программе у тебя такой, ты утром пришел, вечером ушел, то здесь может быть начало недели более спокойным, потому что ты только собираешь материал. А вот, например, пятница, даже не столько пятница, сколько суббота и суббота-ночь, у нас в нашей итоговой программе это основной горячий цех, когда вот мы все собрали, и под воскресенье мы все это собираем. Очень разная просто нагрузка. Да-да, я, когда говорю о нагрузке, я как раз-таки часы абсолютно не имею в виду. Я имею в виду то, от чего ты больше всего устаешь и куда больше вкладываешь. Вот именно с этой точки зрения хотела узнать. Спасибо большое, я поняла. Я хотела бы обратить внимание на то, что вы вот занимаетесь документалистикой. Я смотрела ваш фильм по Сирии. Тема, понятно, очень и сложная, и больная, и драматичная. После того, как вы сделали этот фильм, интересно, какие основные мысли остались с вами по поводу будущего и судьбы этого государства? Можете сказать что-то такое Ну, вы интересное? знаете, я бы не говорила так, что я прям вот занимаюсь документалистикой. Это фильм мы сделали, потому что за нашу почти двухнедельную командировку в прошлом году в Сирию у нас набралось такое количество материала, Мгм. которое не вошло в нашу программу, в тот цикл репортажей, который мы делали год назад. И хотелось просто все это объединить, и чтобы вот этот вот материал не пропал, то, что мы наснимали. Поэтому мы, собственно говоря, вот и сделали вот этот вот документальный фильм. Ну, вы знаете,
дай бог, чтобы в Сирии было все хорошо. Это такой международный пример того, как страну спасли, когда она была уже на грани, Мгм. когда уже вот еще чуть-чуть и все, и было бы падение страны, и от государственности, и не осталось бы ничего. Это В- очень яркий пример, и Мгм. мне кажется, у нас Мгм. получилось в нашем фильме Вы отразить эмоционально именно вот этот ощутили момент. вот отличие вот братоубийственной войны? Гражданская война это все-таки братоубийственная война, да? Вот в отличие, ну, скажем, от Отечественной войны, это другое. Там не было в чистом виде гражданской войны. Там произошло определенное разделение людей и семей на вот такие вот два лагеря, но в большей степени. И я бы даже сказала, на 90% это война с терроризмом. Там не было гражданской войны в чистом виде. Там не было того, что мы проходили в России, да. Это не гражданская война, это война с терроризмом. Просто на начальном этапе часть людей, которая была недовольна действующей системой власти, недовольна Мгм. была экономическим положением, творившимся в стране, они встали на сторону тех сил, которые требовали изменений. Но когда началась реальная война, и, кстати, об этом наш фильм, и местные люди говорят о том, что, ребята, если поначалу кто-то и говорил, что вы за Асада или вы против Асада, Мгм. то спустя год, два, три, а тем более сейчас, спустя 5 лет после начала военной операции в Сирии, уже такого нету. Все прекрасно понимают, что людям задурили головы, люди поэтому вышли, и, возможно, кто-то вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, но это не гражданская война в Сирии. В Сирии стопроцентная война с международным терроризмом. Ну, в таком случае можно надеяться на то, что упрочить мир в обществе гораздо легче, раз уж справились с ИГИЛом, внутри склеить отношения разорванные и так далее, наверное, все Да. же В будет Сирии с этим, легче. кстати говоря, вот гораздо сейчас уже ситуация лучше. Потому что нам, вот первое главное, что я спрашивала простых людей, что сейчас, если когда начались там активные военные действия, действительно было разделение, я повторяю, за Асада против Асада, то сейчас такого вообще нет. Все прекрасно понимают, Хорошо. что власть и плюс российские вооруженные силы – это залог того, что страна сохранится. Всех хлебнули, посмотрели и остановились и поняли. Это было для меня неожиданно увидеть вас в роли Екатерины Великой в историческом фильме «Медный всадник Для меня это России». тоже было Это что удивительно. за история в вашей профессиональной жизни? Как вы оказались в этом фильме? Случайно, Опять как и случайно. все остальное. Да, абсолютно случайно, потому что в один прекрасный день мне раздался звонок. Мне позвонил Василий Борисович Ливанов, всем Мгм. нам хорошо известный. Он говорит: Ольга, а я хочу вас попробовать в кино. Я говорю: Василий Борисович, о чем вы говорите? Где я, где кино? Я никогда в жизни вообще об этом не думала, не мечтала, и я не знаю, что я там у вас буду делать. Нет, я тебя вижу, приходи. Я говорю: ну ладно, я приду, конечно, я не могу вам отказать. Ну вот, пришла, одели И, меня. значит, вы можете перевоплощаться? Вы поняли, что вы можете перевоплощаться? Вы смогли? Я не берусь судить, честно вам скажу. Я могу сказать только о своих личных впечатлениях, что для меня это был какой-то невероятный, грандиозный опыт. И это вот как ребенка запустить там в магазин игрушек или в кондитерскую. Вот у меня на протяжении всех наших съемок было вот исключительно такое ощущение какого-то непроходящего восторга. А, А уж там получилось, не получилось, перевоплотилось, не перевоплотилось, это я сейчас не буду брать на себя ответственность и судить об этом. Ну, вот чисто визуально, скажем так, роль Екатерины вам очень подходила. Вот это крупные глаза, и вы рыжеволосые вдруг стали седоволосой, да, или Ну да, на мне седоволосой, парик да. был. Этот парик, да, это я была, правда, поражена, правда, это добавило вам возраста, и вы такая молодая в жизни, и тут вы такая взрослая дама. Скажите, образ как-то в вас что-то изменил? Он занял как-то вашу душу, ваше сердце или же мысли ваши? Ну, мне сложно сказать, знаете, что я вот сыграла эту роль, и после этого Екатерина со мной внутри и руководит моими действиями и поступками. Нет, конечно. Ну, наверное, вот Василий Борисович что-то вот увидел во мне, Мгм. какие-то, может быть, вот параллели характера, внешности, чего-то еще, почему он и позвал меня.
Это очень сложная была личность. Я читаю курс лекций по истории России, вот, и Да. поэтому Екатериной тоже, естественно, занимаюсь по мере надобности, и читаю литературу, историографию тоже, вот как бы знаю неплохо, но у меня все больше и больше вопросов к историографии, потому что я не могу сказать, что ее личность нам очень понятна, но мне интересно, все же эта женщина, скажем так, узурпаторша, которая потом 34 года не только продержалась у власти, еще получила прозвище Великой. Что в ней было такое, вот хоть какое-то основное качество вы можете выделить, что вы в ней увидели? Характер, внутренний стержень, политическая воля, вообще воля и сила принимать решения и доводить их до конца, без оглядки, не слушая никого. Я думаю, что это главное. Это вообще Главное, да? основное Мгм. лидерское качество, да, уметь брать на себя ответственность, принимать решения и нести за них дальше ответственность, каким бы результатом это ни привело. Я думаю, это главное качество. Мгм. Спасибо большое. А вот дальше, о чем я хочу сказать, это, конечно, абсолютно отличается от роли Екатерины Великой, значит, в историческом фильме. А вот авторские стримы на YouTube-канале «Звезда Лайв» совместно с Михаилом Шахназаровым. Стриминг, для чего он вам? Что он вам дает, вот скажем, вашей душе, вашему О, это сердцу, такая вашей новая голове? страница Да. в моей творческой деятельности. Вы знаете, началось все как обычно. Ну вот я уже сейчас повторяюсь в который раз, но все случайно началось. Мгм. Поступило предложение, сделали такую вот эту платформу «Звезда Лайв», и ведущим телеканала предложили, говорят, ребята, а хотите попробовать себя вот в таком новом качестве? Мгм. Все мы прекрасно понимаем, что YouTube сейчас идет ноздря в ноздрю с телевидением, а в каких-то моментах он его уже обходит. Нам предложили, а вот не хотите расширить свои творческие просторы и попытать себя вот на этой площадке? Ну, мы так засомневались, мы сказали, ну, давайте попробуем, интересно. Ну, вот потом Михаил Шахназаров присоединился к моей теплой компании. И вот мы с ним с конца прошлого сезона, как мне кажется, очень успешно осваиваем это новое интернет-пространство нашим стримом. В четверг в 8 вечера, пользуясь случаем, рекламирую. Присоединяйтесь. Да, спасибо, кстати говоря, это интересно. Интересно, я попробовала успеть посмотреть вот несколько ваших выпусков, и ваш собеседник тоже очень интересный, и вы совсем другая. Просто мы привыкли видеть строгий, такой очень серьезный образ телевизионной ведущей, всегда вот в таком вот стильном брючном костюме, всегда, по-моему, преобладает синий цвет, да, темно-синий, Синий и серый, да, 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 синий у и меня два серый, основных цвета. да. Да. Вот, а здесь Ну, это разные вы жанры, понимаете, их невозможно по-домашнему как-то, сравнивать. да, и вы такая еще более открытая, да, вот и еще более теплая, да. Хотя, кстати, вот это чувство через вас и в новостях тоже они видны, а эмоции и так далее, потому что вот я иногда слушаю ведущую новостей, вот я думаю, что за человек, ничего, я не чувствую ее. А вот иногда чувствуешь, вот вы, наверное, одна из немногих, вот. Спасибо большое. Мне кажется, это очень важно для ведущего, когда зритель через Мгм. экран, через десятки, сотни, а то и тысячи километров может почувствовать какую-то энергию, энергетику и увидеть не просто ведущего, говорящую голову, а увидеть человека. Вот мне лично стрим этим и интересен, потому что я понимаю, что нельзя сравнивать эти жанры, нельзя сравнивать итоговую программу. Итоговая информационная программа – это такой, знаете, локомотив и бронепоезд, который идет и выполняет свои функции определенные на канале. А стрим – это такое наше, если хотите, информационное хулиганство, где мы сидим и просто вот то, как мы разговариваем в жизни с Михаилом, а мы с ним знакомы давно, Мгм. вот мы с ним так общаемся всегда. Вот так мы с ним сели и вдвоем обсудили какие-то темы, которые нас волнуют. Ну, Зрителям, судя по всему, это нравится. да, Приятно. да, это точно, да, и это интересно. Я надеюсь, что новые зрители к вам добавятся после нашей передачи. Вот из всех ваших передач, из всех ваших материалов, скажем, да, что вы можете выделить как либо как мегапроект, вот наиболее гипертворческое что-то, или проект,
от которого вы больше всего устали? Вы получили, вы дали, и, кстати, и вы получили тоже от зрителя, потому что от некоторых ваших вещей, вы же прекрасно понимаете, что к вам пришла известность, и вас очень многие полюбили. Чуть ниже я хочу процитировать комментарий, который я нашла, значит, в интернете. Что вы можете выделить, или вы не хотите этого делать? Не могу выделить, я вам честно скажу, я не могу выделить ни один из своих проектов, потому что если вы говорите об известности, популярности, то она ко мне пришла не сразу. Я очень долго работала, что называется, в ночи на НТВ, и мало кто меня вообще тогда идентифицировал, узнавал. Для меня это был мой такой вот очень постепенный путь. Да, на каком-то этапе пришла какая-то узнаваемость, и то я на экране и в жизни достаточно сильно отличаюсь, и я не могу сказать, что я выхожу, и меня, знаете, поклонники атакуют. Меня это устраивает. Поэтому для меня каждый мой проект – это какой-то новый шаг вперед, новая ступенька к чему-то дальнейшему. Социальные сети, ваше отношение к ним? Я это воспринимаю просто как данность. Я не могу сказать, что я их обожаю, что я от них в восторге. Они есть, и слава богу, благодаря Фейсбуку, за что я ему очень благодарна, я помню обо всех днях рождения своих друзей, потому что обычно в этой нашей ежедневной суете про это забываешь, а Фейсбук тебе всегда напомнит. И спасибо за это. Это данность, от этого мы никуда уже не денемся, как бы мы к этому не относились. Есть плюсы, есть минусы, но это уже вот все. Я в предлагаемых обстоятельствах. Без них мы уже жить не будем. Да, но вот знаете, ну на днях, вот скажем, там, у меня был день рождения, я знаю, что происходит, когда день рождения. Мне кажется, что я из-за Фейсбука напрягаю огромное количество людей, и у меня появилась мысль вообще удалить дату своего рождения. Зря вы так думаете. Многие долго... люди смотрят Facebook и благодарят его за то, что спасибо большое, что напомнил. Я думала, надо удалить и более спокойно пройти вот эти дни. Вот работы много, в общем-то, не до этого, но потом вот какое-то суеверие победило надо мной. И я сохранила свой день рождения в Фейсбуке. Правильно сделали. Спасибо. Пусть поздравляю. Да, спасибо. В соцсетях вот кое-что вот я хотела сейчас для наших зрителей вот обратить внимание, вот такие замечательные слова. Я сама получила удовольствие от того, что есть абсолютно позитивные, добрые люди, которые могут объективно оценить деятельность других людей, быть благодарными, и не завидовать, не поливать грязью, хотя и таких, в общем-то, хватает. Вот, значит, шикарная рыженькая, это вы. Я по ней скучаю. Норкин остался, а она нет. Любопытно было бы посмотреть на нее в роли Екатерины Великой. Шикарная ведущая, красавица и умница. Дуэт с Норкиным был превосходен. Видите, это некоторые комментарии из интернета. Должно быть приятно читать такие комментарии, но у меня вопрос... А есть еще комментарии, знаете, какие? Если совестью Беловой, чтобы уж совсем комплиментарно это не было. Да, поэтому я и хотела спросить. В интернете много всего, и хорошего, и плохого. Вот в этой связи я и хотела спросить, вот как вы, вот критики, это даже не к оскорблениям, как вы относитесь? Эмоционально вы тяжело переживаете? Абсолютно. Я это не читаю, и я просто вообще это все пропускаю. Но вы запомнили, видите, вы запомнили то, что... Но это было забавно, потому что это было спустя пару лет после как раз вот той самой революции на НТВ. Ну, это было давно, правда. И что-то, знаете, как на ранних этапах все вводят там свою фамилию в Яндекс и смотрят, что тебе Яндекс выдает. Вот я помню, что где-то там спустя пару лет после революции на НТВшной я ввела то же самое, вот это вот Белова НТВ. И первое, что там на меня вывалилось, это какой-то соцопрос «Есть ли совесть у Белова?». Меня просто это очень сильно позабавило, и только в этом контексте я это запомнила. Сейчас как-то мне уже все это совсем не интересно. Я уже слишком взрослая девочка, чтобы обращать внимание на то, что пишут какие-то там анонимусы в сети в моем отношении. Ну, это такое рациональное отношение, скажем так. Вот. Но есть люди, которые все равно вот гиперэмоциональные, им тяжело, они обращают внимание на все, что пишут, и тяжело переживают. В нашей профессии это недопустимо, иначе тебя вот эти вот, как это сейчас называются, боты, просто сожрут до косточек. Личное, если можно, я вот слегка затрону. Где и как вы познакомились с Олегом Лакобой, интересно? Случайно. Опять случайно.
В В Абхазии? Абхазии случайно. Да, в Абхазии, потому что я первый раз приехала в Абхазию в 2000 году. У меня здесь подруга, которая со мной работала на НТВ, она была моим шеф-редактором, Лена Черненко. Она меня первый раз привезла сюда, в Абхазию. Она летом приезжает сюда, у нее здесь Мгм. родственники, она отсюда родом. Она А, меня сюда первый раз привезла в 2000 году. Естественно, я познакомилась в какой-то момент с ее друзьями, с ее знакомыми. Ну вот в один из дней я познакомилась еще с одним ее знакомым. Как-то так. Интересно, да. Кстати, вот вроде бы случайно, но в то же время вы обращали внимание на то, что вы тезки по имени своему? Ольга и Олег, насколько я знаю, это от дворярского Хельги, так что у вас одно имя, вы тезки. Да, Вот. да. Вот это, возможно, не случайно уже, вот видите. А кто знает, что случайно, а кто не случайно. Как говорят, случайность – это частый случай закономерности. Вот. Да, у вас две дочери, Серафима и Александра. Я понимаю, что вы свой отдых проводите в разных странах, скорее всего, так вот, да? А в Абхазию, когда вы приезжаете, ваши дети с удовольствием сюда едут, или же их приходится Обожают. Нет, они уговаривать? обожают. Они очень скучают без Абхазии. И каждый раз они летом требуют, что вот мы едем в Абхазию. Они очень много времени проводят в Абхазии летом. То Но есть, скорее всего, мы даже, я вам так скажу, что мы больше летнее время проводим в Абхазии, и только какой-то кусочек из этого их каникулярного времени мы куда-то уезжаем. А так они обычно все лето глобально проводят в Абхазии. это очень интересно. А вот вы приезжаете на отдых, но вам удается отдохнуть в городе Гудаута? Отдохнуть Ну, мы живем не в удается? Гудауте, у нас дом находится в другом месте, вот, поэтому, ну а как, вот я приехала, вот дом, двор, какие-то дела, все равно приходится всем заниматься. Естественно, нет такого, что я приехала, и я лежу, и вокруг меня там, как в санатории хорошем, все скачут. Нет, конечно. Ты приезжаешь, и вот Мгм. начинаются бытовые дела, здесь дом, здесь двор, здесь дети на море Мгм. пошли, еще что-то. Ну, Инте- все равно это отдых, конечно. Но у вас в Абхазии сформировался какой-то круг вот общения вот с абхазами, с местными, Конечно. и вам приятно общаться с ними. Я надеюсь, они вас ждут, когда вы приедете. Я даже могу так сказать, что не то, что он сформировался, не то, что у меня, у нашей семьи, во-первых, достаточно большое количество родственников. У Мгм. нас есть наши очень близкие люди, с которыми у нас сложилась чудесная традиция, которую мы нарушили один раз вообще за все эти длительные годы, вот нынешней зимой из-за ковида. А так у нас есть прекрасная традиция. Передаю привет, Руслан Асида, передаю вам пламенный привет. У нас сложилась прекрасная традиция. 1 января они первые, кто со своими детьми заходят к нам в дом. И наша семья – это первая семья, которую они видят в Новый год. Мы много лет встречаем Новый год вместе. У нас такая традиция, что 1 января они к нам приходят со своими апельсинами, и мы продолжаем празднование Нового года. Потому что вот у нас считается, что их нога, их рука, их приход к нам в дом 1 января несет удачу нашей семье. И, соответственно, мы тоже первые, кого они видят в Новом году. Это замечательно. Я думаю, что они с удовольствием сейчас вас смотрят. И ваши слова им, конечно, очень приятны. Вот сегодня мы не собираемся обсуждать политические вопросы и так далее. Я надеюсь, что вообще мы к этому однажды придем, что мы какие-то проблемы большие с вашим участием будем обсуждать. Это мы можем делать, опять же, по скайпу. Конечно, если у вас будет время, мы, конечно, вас щадим, все прекрасно понимаем. Но общаться и в таком формате, на какой-то площадке было бы тоже хорошо, но просто вот буквально в двух словах, вот наблюдая за тем, как развивается Абхазия, что происходит, и вы понимаете, какое количество проблем вот у нашей страны, и у общества, народа и так далее, на что главное вы обратили бы внимание, что бы вы пожелали. Я бы не хотела говорить нам, потому что вы тоже уже наша, так что пожелать нам? На что Вы нужно обратить знаете, внимание, да. чуть-чуть в курсе Да. происходящего, поэтому, с вашего позволения, не буду комментировать политические процессы, которые происходят в республике. Могу сказать одно. Мне очень хочется, чтобы было чуть-чуть больше порядка.
Это касается и того, что происходит на улицах, и того, что происходит на дорогах. И поскольку эта вся вертикаль, она все равно вся взаимосвязана, мне очень хочется чуть-чуть больше порядка. Будет порядок, все остальное придет в норму само собой. Мне кажется, что вы по взглядам, если я правильно понимаю, вы, конечно, не националист, но вы русский патриот. Вы патриот. Мне так кажется. Это не либеральный вы человек, который вот, в общем-то, мы Нет, конечно, я знаем, абсолютный да. консерватор. Да, да, да. И вот, скорее всего, вам даже понятнее, наверное, наши проблемы, вот если вы вот на таких позициях, вам приходится защищать нас, если даже мы заслуживаем этой критики, вот скажем, на каком-то уровне, даже в кругу Приходится. своих коллег. Приходится. Приходится, потому что, конечно, все знают, ну, как бы в моем окружении, что я абхазская невестка, все знают, что мы там часто бываем, что мы там, по сути, какую-то часть своей жизни живем. У меня муж с детьми провел там вот практически всю пандемию, когда были самые жесткие ограничения в Москве. Они просто весной уехали туда, и там полгода жили, пока вот Москва была закрыта. То есть для меня это абсолютно не чужая территория, не чужая земля. Конечно, приходится защищать. Очень многое приходится объяснять из того, что происходит. Потому что, конечно, ко мне обращаются с таким вопросом: а куда поехать? А вот я хочу поехать. И вот тут я натыкаюсь, знаете, всегда на такой сложный момент. Потому что порекомендуешь поехать, человек поедет, Да. что-то пойдет не так. Ну да. Не будем дальше продолжать эту Да, тему. да, вам, И конечно, я попаду неудобно, в очень да. неловкую ситуацию. Даже не потому, что я человеку порекомендовала, а мне бы очень не хотелось, чтобы у человека за его непродолжительный визит сложилось такое впечатление о стране. А такая опасность, она всегда существует. Поэтому, когда ко мне обращаются с каким-то вопросом, а куда поехать, как поехать, вот что ты посоветуешь, я говорю: так, ребята, вы мне скажите, когда вы хотите поехать, мы вас встретим, мы вас провезем, так, чтобы у вас остались самые хорошие впечатления, чтобы никто вас, не дай бог, нигде не Да, обидел, чтобы вам все ну, понравилось. с отдыхом в Абхазии бывает разное. Конечно, в интернете, в соцсетях очень много людей, может, не так много, но те, которые целенаправленно, кстати говоря, вот Конечно, пытаются конечно. нанести, скажем так, ущерб по имиджу, туристическому имиджу этой страны, но в то же время, конечно, очень многие и блогеры, и не блогеры пишут хорошие отзывы об Абхазии. Вот в этом году, например, у нас, вы знаете, туристический сезон удался, было очень много народу, и мы пытались, ну, телевидение, я имею в виду, насколько это возможно, мониторить вообще во всех районах, туристических объектах и так далее. Наши съемочные работали, группы, и очень много позитивного мы услышали, и это было очень приятно. Но, конечно, минусы с Это нами очень пока еще хорошо, очень остаются, но хорошо. плюсов было очень много, и нам было это очень приятно. Но должна сказать, что да и сами туристы Мне тоже тоже это приезжают очень очень приятно. капризные, разные бывают. Бывают абсолютно добродушные, которые вот сразу же интегрируются, общаются, все им хорошо и не капризничают. Но приезжают очень капризные, с которыми, кстати, это работать тоже и нашим, скажем, ательерам, и вообще самой отрасли вот очень трудно бывает работать, но тем не менее, что делать? Нам надо, если мы хотим этим заниматься, надо заниматься этим на уровне, так что я вас прекрасно понимаю в этой Тем связи. более вы сами прекрасно понимаете, что негативные отзывы читаются активнее, да, хороший ты вот так вот пролистнешь, а негативный ты запомнишь. Ну, к сожалению, так устроена наша психика, поэтому вот надо, чтобы не было этих негативных отзывов по объективным причинам, чтобы всем все нравилось. Скажите, для ваших детей Абхазия — это родина? Да, это вторая Они родина воспринимают как однозначно. родину, воспринимают, да? Да, конечно, конечно. Да. Да. Скажите, как это получилось? Это чье воспитание? Папа так Да как воспитывает никто особенно или... это не воспитывал, это началось, знаете, с того, что, во-первых, они, что старшие, что младшие, первый раз попали в Абхазию, когда им было по полгода. То есть вот первые они зимние у меня, и вот первый их летний выезд куда-то там, это всегда была Абхазия. Как вот со старшей дочкой это началось, так это, в общем, и продолжается. Я же говорю, что школа заканчивается, они улетают в Абхазию. Все, в июне они уже здесь.
А дальше первые вопросы начались с того, когда они научились читать, и они начали читать вывески на улицах, да, названия улицы. Когда они вдруг прочитали свою фамилию, начались вопросы. Ага, На вопросы интересно. начали отвечать, ну и как-то вот эта вот цепочечка дальше начала раскручиваться, разматываться. Потом у нас родственники здесь. Есть родовой дом, деревенский дом моего мужа, куда, если мы зимой находимся в Абхазии, обязательно мы на Старый Новый год там бываем. Я сейчас не буду называть правильное название этого праздника, в моем произношении это очень смешно звучит, поэтому я буду называть это Старый Новый год. На Старый Новый год мы всегда там их братики, сестренки, они всех знают, они всех очень любят, они обожают стоять с Вы палочками имели в виду во время... Хичхуаму? Хичхуама? Да, Хичхуаму? да. Ну, все понятно. Серафима и Александре просто молодцы. Мы очень рады, что они будут расти именно с памятью. С памятью. Они знают Да, да, абсолютно свою да, фамилию, да. они знают своих родственников, они знают, что вот это ваши братики, сестрички, вот это ваш дом, вот это ваши старшие, и вы одна семья, одна кровь. Спасибо вам большое. Кстати, я читала материалы вот о вас в интернете, вот именно такой добротный материал, где есть определенный анализ, и там обращается внимание на ваше отношение к семейным ценностям. В наше время, я думаю, что это очень важно, и это очень существенно. И, видимо, ваше отношение к семейным ценностям, это тоже повлияло на то, что ваши дети растут именно такими. Огромное спасибо. Я хочу вам пожелать от наших зрителей. Я думаю, что они все будут горды вот вами, вот познакомиться, те, которые вас не знали. Да, Спасибо. и будут, конечно, очень желать, чтобы у вас творческих успехов было еще много-много-много. И я вот надеюсь, что это было сегодня абсолютно наше знакомство. Наше знакомство, я так называю нашу первую встречу. Но надеюсь, что к обсуждению каких-то конкретных важных проблем мы с удовольствием будем приглашать вас, и вы нас поддержите. Спасибо вам большое, что пригласили. Мне очень приятно с вами познакомиться. Хотя бы вот так вот в дистанционном варианте, но тем не менее. Спасибо большое. Спасибо большое. Это была блестящая тележурналистка, телеведущая Ольга Белова, для которой Абхазия давно уже не чужая. Более того, она родная. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.